С утра пораньше и сразу в работе. Для участковой избирательной комиссии времени скучать нет. Тут и избиратели на месте, и дезинфекция помещений по плану. Не забывают о мерах общественной безопасности и защиты против коронавируса. Отдельный вход и выход для голосующих, выдача масок, ручек и перчаток. И, конечно же, дистанция в 1,5 метра. В общем, все строго по регламенту. Голосующие у нас избиратели приходят, но я так думаю, что основная часть избирателей планирует проголосовать за поправки нашей Конституции именно 1 июля. Я думаю, что 1 июля будет из числа всего наших претендентов на голосование 2480 человек. Я думаю, большинство 1 июля мы закончим положительные отзывы от наших избирателей. Надо отметить, что все поправки, по-моему, их 206 поправок, да, Конституции, они жизненно необходимы для каждого гражданина нашей республики. Не успели приступить к традиционному голосованию, как пора выезжать на дом. Для Лейлы Парижевой сделать свой выбор за или против поправок – это гражданский долг. Более 50 лет она работает логопедом, и каждому изменению, направленному на улучшение медицины и развития детей, только рада. После 2-месячного лечения такой вид голосования бабушке только кстати. Если честно сказать, я до сих пор, все голосования у меня происходили своими ногами, я могла передвигаться. А сейчас это связано, что я пока дойду, это я не знаю. Со мной 2 помощника и 2 костыля. Ну и вот я говорю, я сам датчан всегда я. Вот это наше голосование, которое сейчас производится, пускай оно будет на пользу нашей страны, на пользу всех народов здесь живущих. Для добра, для справедливости, для добропорядочности. А вот в следующем участковом избирательном пункте шумно и весело. Здесь голосует даже невеста. Для нее сразу 2 праздника – общероссийское голосование и бракосочетание. Не поучаствовать в таком важном событии невеста не смогла. Сделала свой выбор и получила презент в качестве свадебного подарка. Хотелось бы поздравить молодоженов с этим важным событием. Хотелось бы пожелать вам всего самого наилучшего, счастливой семейной жизни, долгих лет. И от главы города Сунжа Хаваша Багудина Хаджибекаровича Сапралиева вручить вот такой вот презент, небольшой телевизор. Каждый житель серьезно относится к голосованию, придя решать судьбу государства. По словам председателя участковой избирательной комиссии Айшат Матиевой, этот участок наполнен особой атмосферой, да и невесте только рады. Знаете, это очень большое такое событие, это у меня на всю жизнь память. Это телевизор, подарок очень такой, это будет на всю жизнь память для нее, да и для нас. Это очень такое значимое событие. Это свадьба, это как бы новая семья. И для нашего города это, мне кажется, очень большое событие. И сегодня проголосовала невеста у нас на нашем участке. В этом году, я считаю, наш участок самый такой значимый в том, что глава республики проголосовала на нашем участке. В нашем участке невеста проголосовала. Вы знаете, я думаю, что вот это голосование, вот эти выборы, они внесут большой вклад, большую пользу для нашей России, для нашей республики в целом. На участках функционируют медпункты, дежурит спасательная служба на случай необходимости, а волонтеры оказывают всевозможную помощь. К слову, возраст не помеха, когда решается будущее страны. Потому что из раннего роста я не могу помогать, но я хочу участвовать в этих вещах. А что вы обязаны позже? Помогать людям, отдавать маски, отдавать участвовать в разных местах. В общем, определиться с решением и сделать свой выбор избиратели смогут до 1 июля. Проголосовать можно либо на участке, либо дома. Здесь важен лишь ваш голос. А подсчет их начнется в основной день после 8 вечера. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.